Стартовал второй летний месяц. Июль обещает быть жарким не только и даже не сколько из-за температуры наружного воздуха. Причина всему – темп работы региональной электросетевой компании. Лето для нас – период ремонта, реконструкции и модернизации, а они требуют сил, энергии и ответственного подхода. Я Динара Мандарбекқызы. Это Energy Time, новости ТО «Энергосистема». Особое внимание на предприятии уделяется вопросам охраны труда и соблюдению техники безопасности при проведении работ и нахождении на объектах компании. 2023 год на предприятии объявлен годом без травматизма. Каждый четверг в подразделениях проводятся тренировочные и обучающие мероприятия. На прошедшей неделе на базе СМИТ наши коллеги на практике отрабатывали алгоритм действий при возникновении загорания предметов. Внимание всем! Пожар во втором боксе. Всем работникам СМИТ собраться для тушения пожара во втором боксе. Ситуация максимально приближена к реальной. Важно не растеряться и не поддаться панике. Необходимо не допустить распространения огня, предпринять меры для локализации очага возгорания. При появлении пострадавших оказать первую медицинскую помощь. Мы провели противопожарную тренировку с работниками СМИТ. Согласно планам работы с персоналом, участвовало в противопожарной тренировке 35 человек. Мероприятие проводится у нас один раз в год. Ремонтная кампания 2023 года ведется не только в городе Ахтубе, но и во всех районах области. Более подробнее об этом в материалах службы по связям с общественностью и корпоративному развитию из участков электросетей. На прямой связи с нашей студией корреспондент Energy Time Адема Сайлаубай. Адема, вы в эфире. Студия. Мы находимся на подстанции Мартукского УЭС. Безжалостное солнце, зной. Кто-то сейчас прячется от жары под кондиционером или у речки, а наши коллеги трудятся в таких непростых условиях, чтобы обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в ваши дома. В районе проводятся работы по замене опор линий электропередач. В Мартукском УЕСе 15 подстанций. Также на обслуживании у нас 138 КТП. На 23 год, май месяц, был произведен капитальный ремонт 4 КТП. Июнь месяц был произведен ремонт, замена ЖБ опор ВЛ-10 Нагорная и по ВЛ-04 ТПКН-110 замена опор. На июль месяц планируется капитальный ремонт, замена дефектных ЖБ опор на ЖБ опоры. На август месяц по инвест-программе планируется замена опор. По плану все идет нормально, работы выполняем. В предыдущих выпусках программы мы уже рассказывали о мероприятиях в Шалкарском, Иргизском, Угалжарском, Хромтауском, Каргалинском районах. Как проходит ремонтная кампания в Эмбинском УЭС в нашем следующем сюжете. Народная мудрость гласит: готовь сани летом. Коллектив Эмбинского УЭС проводит работы по замене устаревшего оборудования, а также реализацию инвест-программы. Работы ведутся без нарушений запланированных сроков. Запланированы работы по капитальным ремонтам одной ЗТП по городу Жем, одно КТП 1004 по МБ. Значит, они были в мае запланированы и уже выполнены. Теперь дальше на июнь-июль месяц запланированы работы по капитальному ремонту ВЛ-10 киловольт Кумжарган от подстанции Новая База и ВЛ-04 киловольт Сидор-4 от подстанции от ТП Казахстан города МБ. Также на 2023 год запланировано выполнение объема работ по инвест-программе. Проводится замена физически и морально устаревшего оборудования. Устанавливаем, значит, сейчас новые КТП. Уже смонтировали ТП-710 здесь в городе МБ Загадзерно. И еще одно по городу МБ 606 СПТУ. И есть в планах на 2023 год установка реклаузера на отходящие воздушные линии абонентские, которые будут отсекать аварийные ситуации и защищать наши линии.
северо-восточной части Актюбинской области расположен Айтекебийский район. Это 32 населенных пункта и около 30 тысяч жителей. Комфорт в их домах напрямую зависит от слаженной и качественной работы наших коллег из районного участка электросетей. Следующий пункт нашей поездки – Айтекебийский район. Здесь тоже активно ведутся ремонтные работы. Пока позволяют погодные условия, необходимо завершить запланированные мероприятия. На 2023 год запланирован у нас капремонт линий 10 киловольт подстанции Щербаковская, 0,4 киловольт подстанции Северная и 0,4 киловольт подстанции Ярославская. Капремонт 3 КТП, это в поселке Урожайном, Восточном, и в поселке Кумкуду. На сегодняшний день сделали капремонт КТП, сделали подстанции Восточной. На данный момент ребята работают, бригада работает на подстанции Ярославская, занимается капремонтом РЭЛ-4 киловольт. На этот месяц, июнь месяц, хотим наконец закончить трансформаторный КТП капремонт подстанции Урожайная и ВЛ-10 киловольт подстанции Щербаковская. На июль месяц у нас остается только подстанция Северная ВЛ-04 и трансформаторная КТП на подстанции Кумкуду. Также по ЕДС-программе у нас запланировано в поселке Комсомольском заменить провод АС-25 на СИМ, марки СИМ. Это запланировано у нас на август-сентябрь месяц. Электропатруль ТО «Энергосистема» рекомендует обращать внимание на состояние электроприборов, используемых в быту. Они должны быть в исправном состоянии. Если это вызывает у вас сомнения, лучше отказаться от их эксплуатации. А выходя из дома, обязательно необходимо проверять, отключен ли свет, чайник, утюг и другие приборы. Эти и другие рекомендации вошли в сборник правил электробезопасности. Найти их можно на официальных страницах сети Instagram и Facebook ТО «Энергосистема». Эта трудовая неделя самая короткая в июле. Завтра можно будет поспать чуть дольше, провести время со своими родными. В связи с тем, что прошлая суббота была рабочей, нас ожидает 4 выходных дня подряд. В четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Главное не увлечься и не забыть, что в понедельник необходимо прийти на работу без опоздания. А чтобы жители города и области могли спокойно наслаждаться отдыхом, наши коллеги перешли на усиленный вариант несения службы. В случае появления проблем они сумеют оперативно отреагировать на сигналы. Напомню вам номера телефонов, по которым вы сможете нам дозвониться. 21 14 12 24 40 97. Четверть века назад главным городом нашей страны стала Астана. ТО «Энергосистема» поздравляет всех казахстанцев с Днем столицы. Желаем мира, согласия, достатка, благополучия и поводов для радости. Ну и, конечно же, света в ваши души, сердца и дома.